Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Настроение уже самое что ни на есть предпраздничное. До Нового года, можно сказать, рукой подать. Всего-то неделя. И в этой предпраздничной суете, за приятными хлопотами, мы как-то пропустили, что праздник-то уже наступил. Его отметили, а мы и не заметили. В рифму получилось. Какой праздник? Ну, конечно, День энергетика, который в минувшую субботу отметили во всей стране, в том числе и в Татарстане. В республике люди этой профессии на особом счету. А тот факт, что их тяжелую, добросовестную работу мы порой не замечаем, говорит только о том, что она действительно выполнена безупречно. Но какой ценой дается это энергетическое благополучие? Кто эти скромные герои труда? И тут, поверьте, без лишнего пафоса. Это реально героические люди, которые во многом создают фундамент, основу всей экономики и всей нашей жизни. О них мы обязаны знать больше, как и о том, что сделано в этой сфере в Татарстане за последние хотя бы 10 лет. А сделано реально очень и очень много. У нас не просто появились новые объекты энергетической инфраструктуры, у нас фактически создана и продолжает создаваться качественно иная энергетическая база для развития всей экономики. У нас появились предприятия-лидеры, новое поколение энергетиков. Подробнее о людях, без которых у реальной экономики не может быть реального будущего, сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую и особую категорию надежности. Энергия созидания. Что из себя представляет энергосистема Татарстана? Что сделано в этой сфере за последние 10 лет? Как достижения в энергетике отражаются на развитии всей экономики республики? Никогда со времен Советского Союза не было 3 независимых источников в Нижнекамском промузле. Энергия будущего. Кто обеспечивает промышленный рост и стабильную работу энергосистемы Казани и Нижнекамска? Казанская ТЭС-3 с вводом ГТО поставила рекорд по выработке электроэнергии. Энергия во благо. Казанская ТЭС-3 – главная теплоэлектроцентраль Казани. Кто обеспечивает теплом и энергией столицу и ее крупнейшие предприятия? Интересные подробности. Безаварийная работа, друг друга беречь, долгих лет жизни вам и вашим близким. Энергия праздника. Новогодняя Казань. Кто создает нам праздничное настроение и что сами энергетики желают себе на Новый год? А если серьезно, ведь этих людей мы действительно не замечаем в повседневной жизни. И даже когда рука привычно тянется к пульту телевизора, выключателю, мы даже не вспоминаем, откуда берутся эти блага цивилизации, кто за ними стоит. Труд этих людей сложно переоценить. Он важен для общества в целом и для каждого из нас в отдельности. Электричество, энергия – это сегодня кровь экономики. И именно эти люди разгоняют ее так, чтобы наша жизнь продолжалась комфортно, удобно, с перспективой развития. Та самая энергия созидания, которая подгоняет нашу жизнь вперед. И это прекрасно. Конечно, за всем этим прогрессом стоят конкретные люди и реальные предприятия. И совсем недавно энергетики отметили свой профессиональный праздник, с чем мы их еще раз поздравляем. Но иногда полезно, что называется, пролить свет на, как выясняется, совсем неочевидные вещи. Вот посмотрите на эту яркую, светящуюся Казань. Как вы думаете, кто стоит за этим великолепием и красотой? Наверное, я кого-то удивлю, но в этом блистающем свете столицы есть и часть энергии Камы, которую не так давно наши энергостроители перебросили в Казань за сотни километров. Как преобразилась энергетика Татарстана за последние 5-10 лет? Что сделано и еще предстоит сделать? Как это продвинуло всю нашу промышленность? Как повлияло на надежность энерго- и теплоснабжения наших городов? Вопросы, на которые мы постарались найти ответы.
Иннокам – Камский инновационный производственный кластер. Основная точка роста экономики Татарстана и один из крупнейших промышленных центров в масштабах всей страны. Задача к 2020 году – существенно увеличить объем производимой здесь продукции. И ее нам вполне по силам решить. Ведь именно здесь сосредоточены главные промышленные силы Татарстана – предприятия нефтепереработки, нефтехимического и машиностроительного комплексов. Но совершенно очевидно, что эти амбициозные цели невозможно реализовать без обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения этого района. Сегодня Татарстан на этом плацдарме создал надежную энергетическую базу, которая позволяет не только обеспечивать энергией действующие предприятия, но и смело строить новые производства. Энергомощности для этого есть благодаря строительству в 2016 году подстанции 220 кВт Бегишево. Для обеспечения комплексного подхода по надежному и бесперебойному энергоснабжению нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий района энергетики возвели и новые высоковольтные линии электропередач. Энергомост Щелоков-Центральная, соединивший Казанский и Нижнекамский районы, стал важной вехой в новейшей истории не только Татарстана, всей России. Это без преувеличения знаковый объект для энергетиков. Уникальная стройка, уникальное решение. В советское время на такие спецпереходы людям давали героя России, героя Советского Союза, героя соцтруда. Вот это такие люди. Это, скажем так, памятник, который воздвигли энергетики на многие годы вперед. Это работающий, это дающий людям свет, это дающий людям возможность развиваться, который действительно позволил экономике Республики Татарстан развиваться новым производством и сделан огромный задел на дальнейшее развитие. Впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Это и по Казани, и по Нижнекамску. Мы перебросили с вами энергию Кама на Казань. Новая линия электропередач Щелоков-Центральная была построена всего за 2 года. Просто невероятные темпы, и это в условиях меняющейся погоды и с учетом сезонного характера работ. А задача перед энергостроителями Татарстана стояла действительно масштабная – перекинуть несколько сот мегаватт энергии на сотни километров. Новая воздушная линия Щелоков-Центральная напряжением 220 киловольт протянулась на 230 километров от Елабуги до Казани. С вводом этого объекта республика решила сразу 2 глобальные задачи. Казань получила новый независимый источник энергии, а промышленные объекты Закамья – стабильное и надежное энергоснабжение. Появился 3-й независимый источник в Нижнекамском промузле. Никогда со времен Советского Союза не было 3 независимых источников в Нижнекамском промузле. Благодаря этой работе последние 2 года, это 16-17 год, в Нижнекамском промузле, вы просто вдумайтесь, не было ни одного отключения промышленных производств по вине внешнего электроснабжения. Вот просто взяли и закрыли этот вопрос. Следующий этап – это то, что в этом году бросили энергомост в Казань. Здесь надо понимать, что энергомост Щелоков-Центральная стал, можно сказать, финальным аккордом огромной предварительной работы, проведенной нашими энергосетевиками. За последние 5 лет была проведена реконструкция подстанции 500 кВт Киндери, 220 кВт Кутлу-Букаш и 220 кВт Центральная. В 2013 году была введена в работу подстанция 500 кВт Щелоков. Для основных бюджетообразующих комплексов Нижнекамского энергорайона была создана надежная схема энергоснабжения. Новая энергетическая артерия стала дополнительным фактором надежности для энергосистемы Казани. А она за последние 5-10 лет укрепилась максимально. И это более чем оправдано. Ведь столица Татарстана сегодня это не только крупный промышленный центр, успешный мегаполис, но и центр притяжения событий международного масштаба. Особенно в спортивной области. Это обязывает соответствовать самым высоким нормам, главное из которых в современном мире – это надежное электроснабжение. Уже слово «дефицитный» Казанского района считается уже как ругательство, потому что тогда дефицит был вполне определенный, а сейчас и сетевое строительство вокруг Казани обновлено полностью. Вот эта огромная магистраль, так сказать, если там сравнивать с трубопроводами, огромным потоком влила в Казань энергию Щелоков подстанции. Это линия больше 200 километров. Если раньше ремонты надо было с трудом разрешать в Казани,
там, с какими-то условиями, то сейчас ремонты в Казани можно там и крупный энергоблок вывести, и какую-то линию системную. Большая энергетика – это не только крупнейшие объекты. Перед энергетиками стоит задача успеть и за стремительным ростом энергопотребления населения. В уходящем году энергетиками были продолжены работы по внедрению новых технологий на распределительных сетях в городских поселках и селах республики. Программа по установке вольтодобавочных трансформаторов и элегазовых выключателей. Центральным событием в энергетике в уходящем году стал форум «Российская энергетическая неделя», в котором делегация из Татарстана приняла самое активное участие. В обширной и насыщенной программе были не только панельные дискуссии и круглые столы на актуальные для отечественной энергетики темы, но и множество встреч, но и самое для нас важное и приятное. Именно на форуме в Москве были подписаны исторические соглашения, имеющие стратегическое значение как для Татарстана, так и для России в целом. Кредитные соглашения под покрытие страховым полисом «Оллер-Гермес», которое обеспечивает финансовую базу для строительства электростанции в Нижнекамске. На этой же площадке было подписано еще одно историческое соглашение между компаниями «Таиф» и «Сименс». Нефтехимия, она требует много пары, много электроэнергии, нужны вот такие эффективные энергоустановки. Компания «Таиф» это определила, когда мы структурировали Татэнерго, как раз вот две станции выкуплена была компания «Таиф», одна станция компания «Татнефть». И мы убеждены и видим, насколько это было правильное решение. Сегодня практически на всех станциях прошла модернизация, и они пошли дальше. Вот на базе Нижнекамск-Нефтехима, значит, будет построена новая энергетическая установка, которая в том числе в виде топлива будет использовать те отходы нефтехимических производств, которые вполне, значит, дадут еще более конкурентоспособность нашим производствам. Мы считаем, что группа компаний «Таиф» является очень надежным партнером, надежной компанией с очень сильным руководством. На самом деле, Siemens всегда за комбинацию нефтехимического производства и производства электроэнергии. В современном мире мы видим, что партнерство и локализация являются очень важными. Этот год для энергетиков стал прорывным в плане реализации проектов в области применения так называемых интеллектуальных электрических сетей. Это весьма своевременно, ведь недавно Госдума приняла в третьем окончательном чтении инициированный правительством закон, направленный на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. Татарстан здесь также в числе лидеров. Объекты новой промышленной революции в виде умных счетчиков уже активно внедряются в повседневную жизнь татарстанцев. По планам сетевой компании в течение ближайших 5 лет этими замечательными устройствами будут оборудованы все дома и организации в республике. Не нужно будет самостоятельно снимать показания счетчиков, относить их в инстанции. Всю эту работу проделают умные счетчики. Жители будут получать услуги на качественно ином уровне энергетики, получат полную картину о состоянии всей энергосистемы. Мы найдем потери свои. Скорее всего, потери будут на нашем трансформаторе, на нашем проводе, будем так говорить. Или кто-то подсоединился, и это мы тоже будем видеть абсолютно сразу. Моментально будем все это видеть. Этот год для всех энергетиков Татарстана стал годом свершений и укрепления позиции на рынке. Впереди новые серьезные вызовы, но есть уверенность, что с ними профессионалы своего дела справятся успешно. Из знаковых событий этого уходящего года стоит выделить, безусловно, юбилей Казанской ТЭЦ-3. Крупнейшая теплоэлектроцентраль Казани отметила круглую дату – полувековой юбилей. 50 лет назад запуск этой станции позволил кардинально преобразить работу промышленных предприятий республики, снизить теплонагрузки с имеющихся объектов генерации. Сегодня Казанская ТЭЦ-3 не просто самая эффективная энергостанция столицы, это важнейшая часть всей энергосистемы Татарстана.
Предприятие, обеспечивающее промышленный рост ведущих предприятий Казани и надежное тепло- и электроснабжение самого города. Зарина Ахметова постаралась в доходчивой форме рассказать о сложных процессах. Ее не совсем стандартный взгляд на то, как и благодаря кому бьется энергетическое сердце Казани. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. «50 лет назад запуск этого энергетического комплекса позволил обеспечить полноценную работу новых предприятий республики. Сегодня ТЭЦ-3 – крупнейший теплоэлектроцентраль Казани, снабжающий жителей города теплом и светом. И все это благодаря этим людям. Мы не знаем их в лицо, но ежедневно пользуемся результатами их труда. Именно они находятся за кулисами сложных технологических процессов, приводящих в движение все предприятие. На одном из стратегически важных объектов Казанской ТЭЦ-3 трудится Тимур Хамидуллин. Свои первые шаги в этой отрасли он делал 8 лет назад в должности слесаря турбинного отделения. За это время, благодаря упорству и поддержке старших товарищей, он вырос до начальника участка ГТУ. Нравится режим работы, принятие каких-то неординарных решений, которые требуются от нашей должности, от профессии энергетика. Это колоссальная ответственность – обеспечивать электроэнергией, теплом жителей города Казани. И результат для жителей города, он, может быть, и не ощущается, пока есть и тепло, и свет дома. Но он будет особо заметен, когда этого не станет. И, увы, мы почувствуем, что наступил каменный век. А начинается все с воды. Здесь, в основной части ТЭЦ, в химическом цехе, ее очищают от солей и примесей. Только после этого она преобразуется в пар, который не только становится теплоносителем, но и приводит в действие паровые турбины. В энергетике можно выделить два направления. Это выработка электроэнергии при использовании паротурбинных технологий. Это когда электроэнергия получается при помощи паровой турбины. И получение электроэнергии на основе газотурбинных технологий. Что такое газовая турбина? Наверное, все видели самолетный двигатель. Этот двигатель газотурбиной, он похож на самолетный, только приспособлен для нужд энергетики. Он гораздо больших размеров, больших масштабов. Один из них появился на ТЭЦ в прошлом году. С внедрением газовой турбины 9HA01 выработка энергии увеличилась в 2,5 раза. При этом удельный расход топлива, наоборот, сократился на 27%. Аналогов такой турбины в России нет. Вторая такая в мире находится лишь во Франции. Ощутить тепло, которое вырабатывает турбина, можно даже через плотный слой металла. К слову, название 9HA01 говорит именно о технической вооруженности установки. Только специальные материалы могут выдержать такие высокие температуры. Мы находимся на платформе газовой турбины. К сожалению, основные процессы скрыты от наших глаз. В специальную камеру сгорания поступает газ и воздух, где они смешиваются и превращаются уже в горячий газ, температура которого достигает 1500 градусов. А это в 4 раза ниже, чем температура на поверхности Солнца. Эта турбина сопоставима с мощностью 6 паровых турбин, находящихся в старой части станции. Но она не заменяет, а дополняет их. Побочный продукт ГТУ поступает в котел-утилизатор. Далее он отправляется на выработку пара, который потребляют установки старой части ТЭЦ. Все это увеличивает производство электроэнергии. Казанская ТЭЦ-3 с вводом ГТУ поставила рекорд по выработке электроэнергии. За 11 месяцев 2018 года Казанская ТЭЦ-3 было выработано 4 миллиарда 95 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что выше уровня прошлого года на 35%. Этот показатель стал наивысшим с 1985 года. А вот по производству тепловой энергии увеличение произошло лишь на 3%. Это связано с тем, что расходы по тепловым сетям Татэнерго снижаются в последние 3 года. И это происходит несмотря на то, что тарифы и цены отпускаемого тепла ТЭЦ-3 на 30% ниже стоимости тепла производств Татэнерго. Несмотря на это, 2018 год станция завершает с положительными результатами. По-другому и быть не могло, ведь с момента вхождения в
в группу компаний «Таиф» в 2010 году для Казанской ТЭЦ-3, можно сказать, началась новая жизнь. Программы модернизации, реализованные с того периода, превратили объект в надежный энергетический комплекс столицы республики. Основным потребителем Казанской ТЭЦ-3 является ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации. Это ПАО «Казаноргсинтез». Также станция обеспечивает тепловой энергией такие предприятия, как тепличный комбинат «Майский», Казанский завод силикатных стеновых материалов, Казанский завод железобетонных изделий. В горячей воде станция обеспечивает нужды населения авиастроительного, Московского, Новосавиновского и Кировского районов города Казани. Рекорды по выработке бьют и нижнекамские энергетики. В этом году выработка тепла составила больше 18 миллионов гигакалорий в час. И это самый лучший показатель за полувековую историю станции. С момента образования ТГК-16 перед ТГК-16 группа компаний «Таиф» была поставлена очень сложная, всесторонняя стратегическая задача по повышению энергоэффективности станции и обеспечение снижения тарифов и цен на отпускаемые энергоресурсы. Благодаря внедрению комплексного вот этого подхода рост выработки тепла станции ежегодно достигал порядка 1 миллиона гигакалорий. Это позволило станции снижать тарифы и цены на энергоресурсы, а конечному промышленному потребителю позволило закрыть и вывести из эксплуатации собственные источники тепла, котельные. Помимо населения, среди потребителей ТЭЦ и крупные промышленные предприятия химической отрасли Нижнекамска. Эффективность и надежность работы станции обеспечивается в полной мере. Ежегодно на модернизацию и ремонт производственных фондов выделяется около 1 миллиарда рублей. И, конечно, достижение высоких показателей было бы невозможно без слаженной работы коллектива. Каждый день нижнекамские энергетики стоят на страже основных технологических процессов станции и следят за бесперебойной подачей тепла и света. Данный цех предназначен для очистки и получения химобессоленной воды. Сотрудники занимаются контролем за качеством очистки воды, начиная с самого исходной, как приходится гигакамы, и полностью по всем ступеням очистки. Полностью это как и химический контроль, также и лабораторный контроль. Именно эта лаборатория занимается определением качества воды по ступеням водоподготовки, качества питательной воды, котловой воды, паров, которые отпускаются потребителям и используются внутри нашей станции. Изменения, которые произошли на ТЭЦ, подмечают и ветераны энергетики. Несмотря на свой полувековой возраст, с каждым годом станция молодеет. И это касается не только технической части, но и самих работников. Однако своих героев, которые давно вышли на заслуженный отдых, ТЭЦ никогда не забывает. Они и по сей день остаются частью коллектива. Энергетики всегда как одна семья. Потому что такое производство, оно требует такой взаимопомощи, выручки и большой ответственности. Впереди перед Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 стоят большие задачи. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию новую водоподготовительную установку в химическом цехе номер 2 производительностью 200 тонн в час. Это позволит станции довести выработку химобессоленной воды до 3600 тонн в час. А таких показателей пока нет ни у одной ТЭЦ, работающей по комбинированному циклу выработки энергии. Ну и завершить эту программу мы бы хотели на праздничной ноте. Для энергетиков их главный профессиональный праздник по традиции наступает 22 декабря, то есть примерно за неделю до Нового года. И этот день они, как правило, успевают отметить, что называется, без отрыва от производства. Как это им удается – загадка, но удается отлично. Казань блистает яркими огнями праздничного убранства. Кто дарит нам этот праздник? И чтобы сами энергетики хотели пожелать себе и всем жителям республики на Новый год? Давайте узнаем. От всей души, от лица Нижнекамской ТЭЦ-1 хочу поздравить энергетиков Республики Татарстан с Днем энергетика, пожелать здоровья, счастья, безаварийной работы. Я хотел бы поздравить работников нашего предприятия, коллег-энергетиков, потребителей нашей продукции, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, успехов
удачи в их начинаниях. Уважаемые коллеги, от души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, Днем энергетика. Желаю безаварийной работы, всяческих благ вам и вашим семьям. Уважаемые коллеги, желаю вам здоровья, благополучия, успехов. Хотелось бы поздравить своих коллег с профессиональным праздником, Днем энергетика, пожелать им надежной, безаварийной работы, экономичной работы, выполнять все наши поставленные перед нами задачи. Ну и хочу поздравить также с Новым годом. Безаварийная работа, друг друга беречь, долгих лет жизни вам и вашим близким. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век».